Дорогие гости, сегодня всем добрый день, меня зовут Омургушева Аруна, я модератор паблик-тока «Культура, родной язык, национальная идентичность, что их объединяет». Сегодня участие принимают у нас Игорь Данилов, Дмитрий Харака Зайцев и Фатима Мамагаджиева. Вот, передаю слово для того, чтобы они представились. Добрый день. Меня зовут, как уже представила Аруна, Игорь Данилов. Я представляю Республику Саха-Якутия, работаю в Институте гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Есть такой центр социолингвистических исследований, где исследователи изучают языковые процессы. Я акцентирую свое внимание на языках коренных малочисленных народов Севера. Их насчитывается у нас в Республике 5. Это эвенки, эвены, юкагиры, чукчи и долганы. Но я вот представляю эвенкийский народ, поэтому, следовательно, фокус еще сужается, и я исследую эвенкийский язык. Но дело в том, что первым языком для меня выступает якутский язык, языком повседневного общения, языком вообще, наверное, и работы в том числе выступает якутский язык, и по образованию я филолог, якутовед, да, и вот фокусируя, объединяя свою специализацию, да, в области якутского языка и национально-этническую идентичность, да, я вот эвенк, я изучаю группу якутоязычных эвенков. Вот так у меня удачно сложилось, что вот по языку у меня якутский язык, а по национальности эвенк, поэтому я вот совмещаю, изучаю вот локально узенькую группу якутоязычных эвенков. Вот этим я сейчас занимаюсь. Hyvää päivää kaikille, tere päivä, добрый день, всех приветствую. Я приехал из Ленинградской области, это такой уникальный регион, он не национальный официально, да, как, например, республики или автономные регионы, но при этом на территории Ленинградской области проживают сразу 3 коренных малочисленных народа, это Водь, Вепсы и Жора, и один народ, ингерманские финны, которые относятся в Ленинградской области к числу старожильческого населения. Если официально, то я председатель территориально-общественного самоуправления, которое было создано 20 лет назад, в этом году юбилей. Это община малочисленного народа Ижор, но деятельность в сфере культуры коренных малочисленных народов и финно-угорских народов вообще, потому что мы финно-угры. Этой деятельностью я занимаюсь очень-очень давно, наверное, с университета еще. И в отличие от некоторых моих коллег, не могу сосредоточиться на чем-то одном. И занимаюсь всеми сферами культуры, и возрождения, и ревитализация языка в различных формах, и участвуем в разных проектах, инициируем разные проекты языковые, работаем, как говорят, на уровне травы, с местными инициативами, сами вырабатываем эти инициативы, потому что лучше, чем представитель коренного народа, никто не знает, что нужно коренному народу. Помимо этого, я юрист по профессии, по образованию и эксперт по вопросам коренных народов. Вот так. Здравствуйте, меня зовут Фатима. Я родом из Дагестана, из дагестанского селения Кубачи, которое известно на весь мир не только своими мастерами-златокузнецами, но и своими... Не работает? Я из известного дагестанского села Кубачи, которое известно на весь мир не только своими мастерами-златокузнецами, но и своей историей и традициями. Я художник-иллюстратор, и я рисую персонажей разных национальностей. Но также у меня есть серия иллюстраций небольшая на тему Кубачи. Это кубачинки-горянки в национальных кубачинских костюмах. Я сейчас покажу. Вот они. Кстати, этот наряд можно увидеть и на мне. И хочется отметить, что кубачинцы по сей день носят именно в Кубачах такой национальный костюм. Вот. Вот такие, да?
Всем большое спасибо за представление. И что интересно отметить, все участники сегодняшней дискуссии относятся именно к коренным малочисленным народам, что тоже очень важно, поскольку видимость, к сожалению, чаще всего у представителей более крупных народов, и особенно республик с собственной государственностью. И первой подтемой нашей дискуссии мы определили как раз вопрос ценности национальной идентичности. Поэтому я бы вообще хотела спросить, что вы как вы для себя, в принципе, понимаете национальную идентичность? Как, наверное, вы пришли к своей национальной идентичности и в чем ее ценность? Как она помогла вам сформироваться как личности, например? Ну, в рамках нашей площадки мы понимаем вот национальную идентичность как этническую идентичность, да, приверженность к определенному народу, к определенной этнической группе. И вот если у человека есть устойчивая эта идентичность, национальная этническая, мне кажется, человек вообще устойчив по жизни, потому что если мы говорим о том, что он является представителем определенной социальной группы, да, в этом случае этнической, у него и благополучие, благополучное, самочувствие, да, хорошее, позитивное. А если человек не определился, кем он является, да, витается, да, тогда вот, и у человека основы нет, да. Мы же сейчас говорим о том, что этническая идентичность, она является основой для региональной идентичности, для общероссийской идентичности. Я вот с этим постулатом полностью согласен, потому что этническая идентичность является, наверное, первоосновой для формирования какого-то вот коллективности. И путем от приобщения к своему народу я вот нахожу в своем народе, наверное, такое вот местечко безопасности, да, вот, где можно ощущать себя более-менее безопасно, нежели чем вот в других реалиях и в другом социуме. А вопрос еще относительно идентичности, как оно формируется. Но вот дело в том, что я вот вырос в селе Сельдюкар, это вот Эвенкийское село, которое находится в Мирнинском районе. А Мирнинский район в республике – это вот алмазодобывающий промышленный район. В обыденном сознании у многих якутян Мирнинский район воспринимается как вот такой русский район. И всегда удивляется, вот как, мол, из русского района вышел мальчик, приехал мальчик в город Якутск, говорит на якутском, еще представляет себя эвенком. Вот какой-то не совсем непонятная смесь, да? И мне всегда казалось, вот если я говорю на якутском языке, может, тогда я якут по национальности? Этот вопрос меня всегда волновал. И, наверное, этот мой внутренний конфликт, да, неопределенности, вот все-таки, а по языку-то я якут, возможно, если я говорю по-якутски, а родители идентифицируют себя эвенками, и все село эвенкийское, праздники, кухня, традиции эвенкийские, да. И вот, наверное, этот конфликт, возможно, неопределенности, это заставляло меня ощущать неустойчиво в жизни, привело вот к моей научной теме. Да, и я вот сейчас изучаю эвенки и гордо заявляю, что я эвенк, несмотря на то, что не владею эвенкийским языком. Наверное, правильно начала ты подводку к этому вопросу, потому что в голове у меня всегда, когда спрашивают, а зачем нужно идентифицировать себя с каким-то народом, например. Ну, живешь ты и живешь, да? Мы сегодня утром с коллегами, когда в очереди стояли, обсуждали мою идею о такой шкале достаточности. Для кого-то достаточно такой уровень идентичности, например, я мужчина, я юрист, я отец, я хороший семьянин, например, да? И он чувствует себя абсолютно комфортно. А для кого-то это недостаточно. Кто-то находится в поиске ответов, почему он так себя ведет, почему он так реагирует на какие-то внешние раздражители, почему он некоторые вещи понимает лучше, глубже, чем его собеседник, почему при одинаковых условиях
он выбирает этот путь, а, например, его одноклассники выбирают вот этот вариант, да, поведения. И я для себя пришел к выводу, что многие находят ответы и комфорт, и баланс именно когда они понимают свои корни, когда они понимают, откуда их корни. Вот в русском, и русский язык богатый, да, очень хорошо передается, ну, такой символ, да, наших народов, это коренной народ. Хорошее определение. Это корень. А что значит коренной? Ты знаешь свой корень. Ты знаешь, у нас у многих коренных народов, финно-угорских, символом наших народов является дуб, дерево. Есть рябина символ, но дуб как что-то такое незыблемое, которое никак никуда не убрать. Вот он растет, растет веками, веками, тысячелетиями вверх поднимается. И вот когда ты понимаешь, что у тебя помимо всех атрибутов обычной жизни, да, там работа, образование, связи какие-то социальные, есть еще и корни, и ты начинаешь погружаться в изучение. У кого-то это быстро происходит, у кого-то это происходит совсем рано, да, в детстве. А у кого-то есть такие примеры среди моего окружения, которые приходят к этому в возрасте 50-60 плюс, когда они приезжают к себе в родные деревни и понимают, что вот сейчас я готов принять вот эту энергию этого места, отдать этому месту свою энергию, и я в этом чувствую баланс. Вот я пришел к балансу, например, в этом возрасте. Поэтому я думаю, что одним словом сказать, что зачем нужно понимать, ну, зачем нужна идентичность? Для целостности личности. Ты цельный. Все, у тебя все пазлы сложились, когда ты знаешь, кто ты. И прежде чем мы перейдем к Фатиме, Дмитрий хотел... Все, тогда Фатима продолжает. Для меня один из главных элементов идентичности меня как кубачинки — это, наверное, язык. Мы говорим на особом диалекте даргинского языка, и часто даргинцы с других сел не понимают даргинский, кубачинский, вернее. Вот. И, наверное, это. И хочется еще уделить внимание костюму кубачинскому, потому что это тоже один из важнейших символов кубачинской идентичности. Вот я встану, покажу. Костюм состоит из платья, которое сшито из парчевой ткани, и из платка, который, кстати, вышивается вручную, и по платку можно было определить статус женщины. Если на платке вышивался крупный узор, это означало, что женщина, девушка замужем. Если вышивался более мелкий узор, это означало, что девушка не замужем. Также по бахроме и по тесьме. Если пришивалась тонкая тесьма и короткая бахрома, это означало, что девушка не замужем. И также, если крупная тесьма и крупная бахрома, означало, что девушка замужем. Костюм у нас передается из поколения в поколение. Этот костюм мне достался от моей прабабушки. Я передам этот костюм своей дочери, и она, в свою очередь, тоже передаст этот костюм своей дочери. Вот. А я хотел... Вот, очень важная тема костюма затронута. Вот знаете еще что? Один из археологов, известных этнографов, Ольга Игоревна Конькова, она уже ушла в мир иной, она занималась ижорской культурой и очень много посвятила этой теме. Она говорила, что, ну, перефразируя, да, вот в контексте сегодняшней темы, что называть себя представителем того или иного народа, это помимо того, что это твое право, это еще огромная ответственность. Потому что вот если я говорю, что я ижор, я отвечаю за то, что я знаю культуру, традиции, и что я отвечаю за каждый элемент своего костюма, и я могу объяснить, да, что значит этот элемент, какой это статус. И я эту культуру, эти традиции могу и имею право транслировать вовне, рассказывать всем людям, потому что я
ответственный, осознанный представитель этого народа. Большое спасибо участникам за их развернутые комментарии. На самом деле тема очень обширная, и 45 минут явно недостаточно для нашего обсуждения. И да, но уже плавно, в принципе, перешли к второй подтеме, какая есть взаимосвязь между языком, культурной и национальной идентичностью. И Дмитрий подготовил небольшой мультфильм, с которым хотел вас всех познакомить. Тогда скажу. Значит, два слова. Вот я когда сказал, что есть сохранение, этап сохранения культуры, вот мы уже, мне кажется, прошли давным-давно, много лет назад, многие народы, вот этот этап. Сейчас мы передаем эту культуру. Новое поколение, уже не совсем молодое, я себя имею в виду, но мы уже устойчивые представители с устойчивой идентичностью, и мы готовы передать подрастающему поколению. И вот одним из символов вот этой передачи вот такой маленький мультфильм мы делали. Это конкретно про конкретную ижорскую женщину, которая возродила ижорский фольклор в конце 80-х годов, создав народный коллектив ижорской песни в деревне. Вот, и немножко про нее. Да. Pavoi, leikkäämme oli kuin Isoran väki ennen eli. Kallistajat, raskastajat, kaikille meidän lapsukaist. Kenen poika, äidin poika, kenen tyttöi, äidin tyttöi, äidin lapset pikkuraist. Kallistajat, raskastajat, kaikille meidän lapsukaist. Kenen tyttöi, emän tyttöi, kenen poika, emän poika, emän lapset hyvykäist. Kallistajat, raskastajat, kaikille meidän lapsukaist. Kenen pojat, meidän pojat, kenen tytöt, meidän tytöt, meidän lapset hyvykäist. Oikein, oikein hyvykäist. Спасибо большое за мультфильм. И, в принципе, мне кажется, это очень связано с второй темой, которую мы так определяли. Это взаимосвязь культуры, языка и национальной идентичности. Вообще большой вопрос в том, что, что важно при его формировании. Да? Например, кто-то говорит, что язык является краеугольным камнем, кто-то делает все равно акцент на какой-то материальной, нематериальной культуре, то есть на иных проявлениях. Вот как по-вашему, в чем взаимосвязь между всеми этими аспектами и что важно при формировании национальной идентичности? Вы знаете, для каждого народа, у
каждого народа своя история. И здесь не может быть, даже если представители академических кругов делают какие-то заявления, мы можем их не принять, эти заявления. Потому что если, например, мы возьмем ижорский язык или водский язык, как можно обвинить носителя культуры, да, который, ну, как можно объявить представителя этого народа сегодня, да, в 21 веке, то, что он не в полной мере владеет или не владеет вообще, например, ижорским, водским, саамским, вепским, бессермянским, сетовским языком. Как? Нужно знать историю. А почему он не владеет? Почему у него не было желания, не было возможности? Давайте говорить конкретно. И про каждый конкретный народ. В какой ситуации языковой каждый конкретный народ оказался, в какое время и почему. И поэтому, что касается, например, я говорю за свой народ, по поводу ижор, мы ни при каких условиях не можем говорить о том, что если человек, ижор, не знает ижорский язык, значит, он не может говорить, что он ижор. Это абсолютно абсурдное утверждение, абсолютно неприемлемое. То, что человек идентифицировал себя как ижор и начал искать ижорский язык, кто-то раньше, кто-то позже, да, или начал вспоминать в каком-то возрасте ижорский язык, да, потому что есть категория вспоминающих язык. Это их право. Вот и все. Что касается дальше развития языка, там будут у нас еще темы дискуссии, но я просто хочу сразу обозначить позицию, то, что незнание языка это не значит отсутствие права у человека идентифицироваться себя как тот или иной народ. Ну вот то, о чем говорит Дмитрий, было актуально в советское время, да, когда была формула «язык равняется народ». Но вот в конце 90-х, точнее в 1990 году, мои старшие коллеги провели исследования среди коренных малочисленных народов Севера Якутии, и было установлено, что язык, родной язык, выступает главным этническим и этнообразующим маркером. Да? То есть сознание, если вот человек владеет языком этнической национальности, этнической принадлежности, то есть он является представителем этого народа. Спустя 30 лет, в 2020 году мы проводили исследование, оно так называлось «Язык, культура и идентичность молодежи коренных малочисленных народов Севера». По итогам исследования мы издали монографию. И это исследование показало, что у молодежи язык, родной язык, не выступает основным маркером этнической идентичности. Да? Оно потеряло свои позиции и скатилось на третью позицию. Это говорит о чем? То есть без языка человек, да, свободно может и определять, соотносить себя к определенной этнической группе, к определенному народу. И сейчас возникает другой вопрос. Насколько человек, сильно приверженный к своему народу, может начать изучать язык? Да? И в этом случае мы говорим о такой некой символической мощности языка. То есть вот сейчас, вот наши исследования это тоже фиксируют, сейчас молодежь становится лояльнее к этническому языку. Если в начале 2000-х, конце 90-х молодежь, которая не владеет этническим языком, не признавала его в качестве родного, то сейчас молодые люди, даже не владея или имея слабый такой уровень владения этническим языком, признают его в качестве родного. Вот такая вот эмоциональная привязка происходит. И это, в свою очередь, приводит человека к изучению языка, то есть формируется у него мотивация. И вот результатом этого вот сейчас у нас имеются практически у всех народов такой феномен «новые говорящие». Да? То есть из числа молодых людей, или не совсем молодых, появляются люди, которые по своей воле начинают изучать язык.
И среди наших народов, среди коренных малочисленных народов Севера, в Якутии есть такие молодые люди, которые изучают родной язык. И вот хочу привести в пример моего коллегу Бориса Осипова. Борис Осипов сам по национальности эвен, уроженец Булунского района, якутоязычный. Язык социализации, якутский язык, язык повседневного общения, якутский язык, язык во время студенчества, якутский язык. Вот когда переехал в Якутск, поступил на кафедру северной филологии нашего университета, да, из-за того, что вот у него такая сильная устойчивая этническая идентичность, мол, эвен должен изучить эвенский язык. Он пошел, изучил эвенский язык в университете. Это дело он продолжил в магистратуре, поступил в аспирантуру и что? И в результате защитил кандидатскую диссертацию по эвенскому языку, по фонетике эвенского языка. Человек, который изучил этот язык совсем недавно. И он сейчас очень даже хорошо говорит на эвенском языке. Я к чему? Я к тому, что сейчас, если раньше язык выступал основой для формирования этнической идентичности, то сейчас это можно рассматривать с другого ракурса, когда устойчивая позитивная этническая идентичность может выступать ресурсом для ревитализации языка. Мне кажется, вот это не восприятие, а, как сказать, взаимосвязи языка, культуры и идентичности идут рука об руку, потому что они поддерживают друг друга. Например, язык, он рассказывает об истории, история укрепляет идентичность, а идентичность сохраняет и язык, и традиции. Поэтому, если говорить конкретно о кубачинском народе, мне кажется, если кубачинский язык начнет исчезать, то потихоньку исчезнут и традиции, и истории, и все это забудется. Я думаю, что здесь очень важно, я абсолютно просто подписываюсь под тем, что сейчас обратный процесс идет. Сначала ребенок себя определяет как представитель этого народа и задает вопрос, а как на нашем языке будет так это или это слово? И есть этому примеры и подтверждения, потому что я сам отец. И вот что ты сказала, да, по поводу языка и традиций. Философия языка очень важна, и менталитет сразу становится понятен. И поэтому фольклорные тексты изучать обязательно нужно с детьми и взрослым. Потому что, казалось бы, простой текст, но там столько символов, там столько подтекстов каких-то, иносказаний, таких образов интересных. И ты читаешь, и ты понимаешь, вот почему я такой, да, вот почему я так делаю, это вот как нужно, чему нужно ребенка учить, да, то есть какие направления, да, почему такой менталитет. Вот, и просто, вот сейчас одно предложение. Вот у меня в руках, это, наверное, как я коллегам сказал, 0,0000 там 1%. Фольклорных текстов, расшифровок с фонограмм архивов Ленинградской области. Это из моих деревень. Вот. Я одну книжку привез с собой. И если кто-то хочет ижорские тексты посмотреть, прочувствовать мелодику, посмотреть по нотам, тот ее и получит. Все. Дмитрий, большое спасибо и всем участникам за ответы. Вообще, да, мы как-то пришли к моменту, что у нас язык сейчас не основной маркер, да, этнической идентичности, но вот, лично по моему мнению, без языка все-таки ускорится процесс, наверное, ассимиляции, и очень много каких-то традиционных моментов, они всегда привязаны, связаны с языком, поэтому его все равно упускать из виду нельзя. И вот поэтому, наверное, завершающий такой вопрос. Какие инструменты могут помочь нам сохранить язык и сформировать национальную идентичность у молодого поколения, которое сейчас вот за счет глобализации больше подвержено таким влиянием извне, да, и может испытывать трудности, да, с каким-то самоопределением? Сколько секунд? Так, у нас в сумме 10 минут на ответ на троих, и еще потом вопрос-ответ. И что, наоборот, препятствует формированию идентичности? Наверное, я сосредоточу свое внимание на первой части вопроса относительно языка, об идентичности, вот мои коллеги порассуждают. Но вот
как сохранить язык или как ревитализировать язык, какие инструменты можно использовать, чтобы повысить интерес к языку у молодежи, да? Об этом очень много рассуждают мои коллеги-социолингвисты, да и не только социолингвисты, да? Это вот основная наша задача. Но конкретного ответа я пока не нашел. Но я в поисках, и я очень надеюсь, что я найду. Но вот в моих интервью мои респонденты отмечают очень много таких интересных моментов. И один молодой человек, сам русскоязычный, по национальности якут, мы с ним обсуждаем, да, и он начал в свои 25 лет изучать якутский язык, хотя он до этого был полностью русскоязычный. И на вопрос, что смотивировало к изучению родного якутского языка, он отвечает: я сходил в кинотеатр, мои друзья прожужжали мне уши, вот, мол, идет хороший фильм, его надо посмотреть. Он пошел, но не смог понять, о чем там говорится. А фильм был якутский, полностью на якутском языке. Да, то есть мы сейчас, наверное, все в курсе о буме таком, о феномене якутского кино. И этот момент, вот нисколько стыд, нисколько вот неловкость из-за незнания языка, а сколько желания понять, о чем там говорится в фильме, сформировал у этого молодого человека желание изучить язык. Вот какая вот такая эмоциональная связка, да, то есть я говорю о том, что, наверное, должны быть созданы условия, которые позволяют сформировать вот такую вот эмоциональную приверженность к языку. Сейчас же вот башкирская группа, она же зашла, и все заговорили о башкирском языке. Да? Даже те, которые не понимают башкирский язык, хотя являются башкирами, они идут и уточняются, о чем говорится в песне. Даже мы, да, не относящиеся к башкирскому народу люди, начали, да, искать, о чем же поется в песне. И вот, по моему мнению, вот, наверное, люди от других биологических популяций отличаются тем, что мы эмоциональные существа. И вот на эмоциях, как мне кажется, должно строиться формирование у молодых людей интереса к языку. Да? И вот эти эмоции приведут, наверное, и к другим, да, прагматическим задачам. Спасибо. Ну, мне кажется, самым действенным способом сохранить родной язык — это говорить в семье на родном языке с малых лет, чтобы дети это слышали, чтобы язык был на слуху. И еще вот мы смотрели мультик только что. У нас в селе в Кубачи тоже есть такой блогер, который переводит разные мультфильмы, сказки, тоже на родной кубачинский язык. И я тоже, в свою очередь, вдохновившись его примером, сделала такие иллюстрации. К сожалению, я не успела их распечатать и принести. Тоже иллюстрации с кубачинками, рядом с которыми были кубачинские слова с переводом на русский. Вот. Так, и я добавлю третий важный элемент для того, чтобы язык работал, и язык был бы модным и уважаемым, то есть демонстрация уважения к языку, это визуализация в общественном пространстве языка. Без этого все остальные элементы будут долго тащить этот язык к цели. Когда ребенок вышел из семьи, прочитав книжку, красивые иллюстрации, посмотрел мультфильм, фильм, вышел, ему нужно дойти до музея, там у него курсы по традиционному костюму. Он идет, и он видит почта, магазин, остановка автобусная, название его родной деревни. Так, как коренной народ называет эту деревню, да, на 3 языках, на 4, на 5, на всех диалектах, но он должен видеть, что общественное пространство уважает язык, и он уважает язык. Язык популярный, он модный, он красивый, он видит, как он написан. Он идет и повторяет себе все эти слова, да, аптеки, посты, там и так далее, аптека, почта, и все. И язык заработал. И он понимает, зачем он, возвращаясь к учебнику, изучает этот язык. Это дополнительное понимание, дополнительный плюс и мотивация. Да.
В принципе, я совсем согласна, что прозвучало, но что насчет идентичности? Про язык мы сказали. Это я ввел в заблуждение, начав про язык. Там же было... Нет, про идентичность, да? Ну вот культура, она должна, как мне кажется, не зависеть от форм музеификации. Да? Сейчас вот активно, когда культура наших народов, она вот воспринимается как такая нечто экзотичное, аутентичное, которое хранится в селах. Она должна, мы должны с ней знакомиться в рамках музея, да, и в рамках каких-то фестивалей, когда приходят и восхищаются нашей национальной кухней. Да. Это должна стать нашей реальностью, обыденностью, да, и не иметь форму фольклоризированности. При этом устойчива будет та культура, которая имеет способность адаптироваться. Она должна быть максимально адаптирована. И вот мне очень понравилось выступление и видение вот девушек, которые буквально до нас говорили об иллюстрациях. Да? Это же есть форма адаптации этнической культуры. И таких форм должно быть достаточно много, чтобы человек, да, в случае молодой, не стеснялся вот архаичности своей культуры. Добавлю еще по поводу костюма. Ну, все правильно говоришь. Все-таки не надо забывать, ну, во-первых, мы против недостоверности, да, в нашем облике и в наших традициях. Я думаю, что нам нужно больше контролировать выплеск вот этого этнического, там, не знаю, костюма, например, на сценах, на каких-то фестивалях. Это отдельный будет про этнотуризм тема. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы любим, уважаем традиции и выражаем, визуализируем свою идентичность, в том числе в костюме, все-таки костюм национальный – это прежде всего технологии. И костюм 1000 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад, он не был одним и тем же костюмом. И сейчас мы, представители коренных народов, вот мы можем принимать решения и имеем право принимать решения, а как должен выглядеть современный традиционный костюм, который мы с удовольствием сами будем носить, демонстрируя свою этничность и национальную принадлежность. И мы будем детям давать, и молодежи пропагандировать. И поэтому очень важно, мне кажется, здесь, ну, это тоже к визуализации, да, в пространстве. Да, мне кажется, это уже больше про визуализацию идентичности, которая уже сформировалась внутри человека. Мой вопрос, наверное, больше нацелен на то, как вот внутри человека именно сформировать. То есть это же и внешние проявления, это уже когда ты что-то сформировал. Это зависит от того, вот, например, человек, который не идентифицировался, да, он встречается, вот, например, да, там, с тобой, со мной, да, с нами, со всеми. И вот дальше наша задача, да, мы после разговора с нами, он задумается, что у него прапрабабушка из Воронежа, например, да, и он начнет копать в архивах, да, и это большое достижение, наше достижение, да, что он придет к своим корням таким образом. Что ты хочешь от меня услышать еще? Время заканчивается. Да. И, к сожалению, мне кажется, мы не охватили даже малой части вопроса на самом деле, но время уже подходит к концу, и я бы хотела предоставить слово одним из наших слушателей. Сегодня в зале находится Анастасия Подорожная, эксперт-аналитик Brand Analytics, и они просили предоставить им слово по поводу их исследования. Кто у нас там? Спасибо большое, коллеги. Давайте проведем эксперимент. Представьте себе, как выглядит ваш язык в цифровом пространстве. И как он распознается поисковыми системами. Мы же цифруем нашу историю. Насколько малый язык заметен.
и как он конкурирует с доминирующими языками. За 13 лет мы собрали в Brand Analytics 300 миллиардов сообщений. Если превратить эти сообщения в шерстяные нити, то можно связать шарфы всему населению Земли. И каждый месяц мы собираем еще 3 миллиарда на 70 языках. И знаете что? Мы исследуем культурный код всей страны и видим, как дышат регионы. То есть регионы дышат культурно. Они могут больше писать о культуре, меньше писать на культуре. Они могут писать на родном языке, они могут писать, переводить на другие языки. И мы увидели, что в цифровом пространстве региональные культурные элементы по стране трансформируются, вот то, о чем вы говорили, меняются на протяжении даже лет, не столетий, а даже лет. То есть то, что было 5 лет назад, и то, что сейчас, это разные вещи. Фрагментируются, то есть это может быть какие-то слова переходят из региона в регион, может быть что-то, да, там вышивки, орнаменты и прочее переходят и приобретают новые формы в цифровой среде. И вот что мы обнаружили. Следующие инсайты. Более 80% региональных материалов, когда вы их публикуете, материалов на малых языках, на языках малых народов, они могут некорректно классифицироваться алгоритмами и потеряться в общем потоке. Это происходит из-за технических несовершенств. То есть система, как бы она ни росла, она все равно технически несовершенна. И алгоритмы могут определить ошибочно кириллические языки как русский, или как язык не определен, то есть вообще не узнать язык. У нас точность распознавания языков очень высока, 99%. Но именно 1% может стать решающим для сохранения культурного наследия малых народов. То есть именно вот этот 1%, потому что 300 миллиардов сообщений — это очень много. У нас есть продукт тренд-детектор исследований, который анализирует культурный код по нарративам. Это когда мы не говорим словосочетание «культурный код», а когда система узнает орнамент, когда система узнает то или иное слово. Это вот такое называется цифровой нарратив. И мы видим динамику, что каждый регион больше уделяет внимания культурному коду. И общий прирост плюс 30% по сравнению с 2023 годом. То есть если мы посмотрим данные 2024 года, то к 2023 году плюс 30%. Это очень много. Но при этом важно, что, повторюсь, то, что регионы дышат, и у каждого региона в каждое время, может быть, что-то происходит по-разному, но общий интерес и общий тренд к культурному коду растет по всей стране. И как исследователи мы видим технические проблемы, то есть не проблемы лингвистов, не проблемы ученых, не проблемы носителей языка, а при цифровизации мы видим технические проблемы, когда контент теряется из-за неправильной настройки региона или неправильной настройки атрибутов, там HTML-атрибутов, атрибутов кода. И в этот момент потерялся технический аспект, потерялся контент, и получилось, что техническая ошибка перекрыла весь труд, и труд пропал. И это создает парадокс цифровой глобализации. То есть технологии, которые должны помогать нам сохранять культурное разнообразие, могут его нивелировать из-за технических особенностей. И вывод из исследования, который я хотела сказать, это уделить внимание созданию специализированных инструментов, и не только лексических ресурсов, но и посмотреть в сторону кода для качественной обработки контента на языках малых народов. И сегодня это насущная необходимость. И от решения этой задачи зависит сохранение уникального национального культурного наследия в цифровой среде, которая меняется очень быстро. Спасибо большое. Большое спасибо, Анастасия, за комментарий. И у нас буквально есть пара минут, если есть какие-то вопросы к участникам. Так. У кого есть вопросы? Я бы хотела, как лингвист, поправить вас, простите, малых народов не существует, существуют малочисленные, потому что это зависит от числа. Спасибо. У кого-нибудь есть вопросы? Так, да. Здравствуйте, я хочу задать вам всем вопрос. Вопрос Дмитрий задал, Дмитрий затронул такую достаточно важную тему, на мой взгляд, я хочу ее развить, тему того, что каждый человек, который идентифицирует себя с тем или иным народом, он чувствует, или, по крайней мере, многие чувствуют некую ответственность за то, что он является тем человеком, по которым другие люди будут, возможно, судить культуру, судить язык народа. Вот в чем для вас проявляется эта ответственность, и как вы, возможно, видите эту ответственность для других людей? Ой, 1 минута. Боже. Значит, для меня лично это означает, моя ответственность, что я должен 48 часов в сутки посвящать культуре своего народа, не изучить... я, конечно,
мы саморазвиваемся, да, изучаем больше и больше. Но моя задача за свою жизнь, пока я не уйду в другой мир, как можно больше сделать для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что Ижоры — это не музейный экспонат, это не объект, это субъект. И как можно больше, чтобы людей, может быть, нашли себя, да? Ну вот это, может быть, это слишком философски и не слишком практически, да? Но каждый из нас на своем месте. Кто-то в библиотеке работает, кто-то доктор, кто-то юрист, например, да, неважно, кто-то художник. Вот мы, то, что мы делаем хорошо, мы должны делать, мне кажется, как лезгинский писатель, да, как кубачинский иллюстратор, художник, как ижорский юрист, там, я не знаю, там, вепский хореограф, да. Вы должны, ответственность — это то, что вы, помимо того, что вы просто профессионал, вы еще профессионал, представитель этого народа. Вы должны через свою работу нести культуру своего народа, ну, везде, где это можно, понимаете? И приведу пример. Когда мы едем, у меня 3 коллектива фольклорных, которыми я руковожу, и когда мы приезжаем куда-нибудь в регион, да даже в Ленинградской области, в Петербург, и когда, я вот сегодня коллегам рассказывал в очереди, когда наши ижорки выходят в люди, и народ спрашивает: ой, а что это за костюм? Все. Этот вопрос якорный. Этот человек, пока он не услышит все про ижорский народ, про культуру и про историю, он не убежит. Понимаете? Вот в чем суть. Вы должны каждую минуту думать о том, как мне сделать так, чтобы о моем народе знали больше и чтобы моему народу было лучше. Дмитрий, большое спасибо за развернутый ответ. И, к сожалению, у нас не осталось времени для дальнейших вопросов из зала. Ну, большое спасибо всем участникам. Большое спасибо, Игорь, Данил, Фатима. Большое спасибо за очень комфортную среду.